танза аввали ҳамино ҳастем дар масъалаи artificial intelligence. ва худи соҳаи бонкӣ ки чӣ қадар метавонад аз artificial intelligence бисёр баҳра гирад, бисёр чиз беҳтар шавад, барои ки дар соҳаи бонкӣ умедворам имрӯз боз аз инҷо нақл мекунад чӣ қадар тағйиротҳо кардан мумкин бо истифодаи artificial intelligence. умедворам ки барои шумо хеле шавқовар мешавад, бисёр чиз меомӯзем ва фикр мекунам бисёр як суҳбати ҷолиб мешавад. Ташаккури салом бошед. Раҳмат. Салом алейкум ба ҳама. Боз як бор ташаккури зиёд ба Аки Абдуллоҳ ва ҳамаи дастаи Алиф ки имрӯз моро даъват кардед. Мо бисёр хурсандем ки имрӯз дар инҷо ҳастем. Барои он ки ман чизе ки ба Аки Абдуллоҳ зикр кардам, вақте ки мо коркарди худмонро мебинем, мо акнун дар оли стадияи аввали кормон ҳастем. Барои мо намунаи ибрат ин он дастовардҳое ки дастаи Алиф, даста ҷамъона якҷоя дар солҳои охир расидааст. Мо мебинем ки он роҳе ки шумо ҳоло қадр истодед дар соҳаи пешрафт, дар соҳаи инноватсия, барои мо мушкили моро осон кардааст ки мо як база дорем ки аз он ҷо кори худро ба шурӯъ кунем. Барои ҳамон ба ҳамаи шумо ҳам ташаккур ки даъват кардед ва ҳам ташаккур ки заҳматҳои бисёр кашидед барои роҳи моро камтар осонтар кардан. Если позволите, я свою презентацию проведу на русском языке. Почему? Потому что я буду говорить о терминах, которые более технические. И если вам честно сказать, я не знаю их правильный перевод на таджикский язык. Поэтому будем использовать вот такие, я бы сказал, более технические элементы для тех, кто, конечно же, имеет технический бэкграунд, а для тех, кто не имеет технический бэкграунд, я постараюсь образно, как не техник, объяснить, о чем идет суть. Поэтому, давайте начнем тогда насчет искусственного интеллекта. Вообще, смотрите, AI, Artificial Intelligence, как концепция, да, она сейчас очень популярна. По всему миру все говорят только об AI. Вы идете там к инвестору, если было одно исследование, где если вы ставите вот, термин Artificial Intelligence в свой pitch deck, у вас valuation идет на процентов 15 выше. Не всегда имеет разницы, если у вас есть AI. Главное, что вы говорите об AI. Да? И поэтому для меня очень важно, чтобы вы сегодня поняли, что в AI есть огромный хайп. Да? There's a lot of hype in AI. И при этом есть реальный как бы value added, добавленная стоимость, которая изменит мир. Поэтому нужно смотреть скептически, как критические мыслители, на то, как AI развивается и то, какую роль он будет иметь в экономике будущего. Поэтому давайте начнем с вопроса. Вот вообще, как вы представляете, что такое AI? What is Artificial Intelligence? Любой человек может без ошибки. Пожалуйста. Добрый день. Думаю, это то, что упрощает жизнь нашим последним жителям, людям, что впечатляет, что делает за нас что-то, например, благодаря моего робота для показания, много, наверное, технологий, что они, например, берут информацию о данных, например, какова температура, как состояние берут, и это для данных. И они там также могут предотвратить человека, и который точно им говорит. То есть, таким образом, они меньше контактируют с людьми, а с роботом контактируют. Вот, например, такой технология. Отлично. Ваш ответ намного более глубже и емче, чем я ожидал, и поэтому спасибо вам. Еще кто-нибудь? Был отлично. Как вас зовут, кстати? Юсуф. Отлично. Юсуф вам уже проделал огромный фундамент для того, чтобы вы могли рассказать про AI. Он сказал база данных, он говорит роботы, он говорит автоматизация. Такие термины очень важны. Кто еще? Пожалуйста. بعداً خودش قرار می‌گیرد که همین تو تعریف است Все кухня. Нурулло? Нурулло. Нурулло, you gave me a technical definition, which is great. Швами буквально textbook definition говорит, аз китоб час, на мона говорите, ако малошо загад бинемага, хаду ишмо, джобы друсови. Вы оба сказали про правильные вещи. Смотрите, искусственный интеллект, если так сказать, очень как бы обширно, да? Это системы, компьютерные системы, которые могут самостоятельно принимать решения на основе анализа данных и улучшать свои решения в будущем на основе своего опыта. То есть получается, что тут исходит? Чисто логически, да? Искусственный интеллект зависит от данных. Если нет данных, нет искусственного интеллекта. Если у вас есть данные, то, соответственно, компьютерная система, алгоритм может сформировать свой процесс решения. Да? Как принимать решения, какие критерии использовать. И в конце получается так, что на основе своих же решений оно может обучать себя. Вот в этом-то и принципиальная разница таких, скажем, традиционных software-моделей, да, и искусственного интеллекта. В том, что искусственный интеллект — это адаптирующиеся модели, которые могут обучать сами себя. Если пройдем к следующему слайду, тут есть более такое, я бы сказал,
информативная инфографика. Вот с этой стороны это традиционное программирование. Да? Вот вы пишете код, у вас есть программа, у вас есть данные, и у вас есть output. Да? Получается, output это результат вашего кода. В machine learning тут чуть-чуть по-другому. Вы сначала даете данные, даете output, а потом модель формируется алгоритмом на основе тех данных и тех результатов, которые вы даете. То есть принципиальная разница в чем? В традиционном программировании у вас есть программа и данные, и на основе этой программы есть результат. А в машинном обучении вы сначала даете модели алгоритму результат, output, данные, и потом на основе этого сам алгоритм разрабатывает модель, которая подходит к вашим задачам, к вашим параметрам. Это как бы supervised machine learning, это самое распространяемое применение искусственного интеллекта. Также есть другие более углубленные вещи, туда не будем затрагиваться, но это как бы output имения не обязательно. Даже есть алгоритмы, которые на основе данных сами составляют и output, и модель. Но это уже как бы для более технического разговора. Поэтому принципиальная разница для, как бы сказал один из моих профессоров, для чайников, которые хотят знать, но не хотят вникать, что сначала идут данные и программы в традиционном программировании, а в искусственном интеллекте у вас есть данные и результат, и модель формируется на основе данных и результатов. Поехали дальше. Так, ну смотрите, искусственный интеллект, конечно, сегодня он уже применяется по всему миру и во всех сферах экономики. Правда, разнится уровень применения. То есть не во всех секторах мы видим глубокое применение. Какие знаменитые кейсы, о которых мы все видели, слышали и так далее? Ну, во-первых, конечно же, Siri. Да? Кстати, интересно, кто-нибудь знает историю Siri в iPhone? Как вообще зародилась программа Siri? Это не была разработка компании Apple, это была разработка SRI International. У нас вот в Стэнфорде есть такое как подразделение SRI International, где происходит много ресерча. И там вот PhD-шники, да, профессора делают ресерч по разным сферам, вот, в том числе по искусственному интеллекту. И те технологии, которые более удобны и применяемы для компаний, потом коммерциализируются. То есть это такой исследовательский хаб, который готовит research, и потом применение, да, он продает лицензию для применения компаниям. Siri точно такая же история. Вот как работает Siri? Буквально можете сказать там, по шагам, на ваш взгляд. Как вообще работает такая система? У кого-нибудь есть любые идеи? Вот состоит, наверное, из данных и из программ, которые вот анализируют все это и выводят output на. Отлично, отлично. Есть мысль, что вот, Siri обучается посредством своих пользователей. Есть такая идея, там, Siri, отправь сообщение моей знакомой. Siri, мне кажется, Siri будет использовать все эти данные, она будет обучаться именно в процессе использования. Вас как зовут? Силушка. Здорово. Вы сказали то, что уже как бы происходит как процесс работы. В Siri, как уже было замечено, есть, конечно же, в начале данные. Да? В этом случае данные идут в виде текста, в виде слов. Вот для того, чтобы создать такую систему, как Siri, что происходит? Программисты сидят, и они ставят, вот, скажем, базу данных всех слов на английском языке. Абсолютно всех. Но проблема-то в чем? Проблема в том, что даже если вы даете модели слова, вы должны дать output, который подходит по значению. Если вы просто скажете модели, да, вот английский язык, там столько-то миллионов слов, модель, удачи, good luck, you got this. Проблема в том, что английский язык хаммеха забони чего мушкильный, однако именно однако хайджон декнатки, там практически синтакс, он в большинстве вещей, да, нелогичен, как язык. Это очень такой язык, который прошел через много адаптаций. Поэтому это очень важно, чтобы, когда вы вводите данные, то есть текст, вам нужно вводить output как синтакс. Синтакс — это как бы значение этих слов, да, чтобы система понимала, вот как ответить на текст, скажем, одного человека. В английском языке же одно слово может иметь до 30 синонимов. И когда они применяются, вот чисто математически, да, если у вас есть 30 синонимов, и вы вставляете его, там, скажем, в n количество предложений, то уже получается у вас идет мультипликативный фактор, и у вас есть огромное количество комбинаций потенциальных значений одного слова в разных предложениях. Это может свести любую систему с ума, да? Но только не машинное обучение. Почему? Потому что в процессе, как заметил Сиопуш, когда вводятся данные, конечно же, в начале, да, та модель, которая разрабатывается, например, когда там ставят программисты и говорят, вот, если человек скажет, напиши сообщение моей жене, да, поэтому потом уже ставится синтакс. Модель сначала, когда вы скажете, да, напиши сообщение моей жене в первый раз, когда в Siri был разработан, аккуратность самого действия не была высокой. Почему? Потому что модель вначале ошибается очень много раз.
И в этом вся суть, что вначале, когда вы смотрите на первый релиз, это точно так же, как и с вашим софтом, да, например. Когда вы делаете первый релиз, он всегда не идеален. Это by design, это так и должно быть, потому что вы должны экспериментировать и улучшать. А в чем лучший элемент здесь? Программист ничего не делает для улучшения этой модели. Система сама, потому как она анализирует действия, как бы скажем, юзера, она делает вывод. Смог ли я, да, или смогла ли я правильно выставить контуры, правильно привести действия, или же я ошибся. И поэтому меняет свою суть. Я вот лично уже использую Siri на протяжении многих лет, точно так же с Google Assistant. И вот, скажем, даже вот буквально элементарные вещи, да, сегодня, give me a barbershop appointment for a haircut, да, там, стрижка. Такие вещи уже практически идеальны в этих системах. Теперь уже более трудные вещи, да, там, скажем, hey, please help me write an essay for a topic on anthropological research of sociological foundations, да. Если что-то там накорячите и скажете, конечно, там уже есть ошибки, да, при search, при других элементах. Но базовые вещи сегодня, они уже идеальны, потому что есть много лет опыта у этих систем анализа. Другие кейсы я быстренько продюсь. Это компания Waymo, да, которую, я думаю, вы тоже знаете. В чем суть? Это не Tesla. Tesla очень известный кейс. Многие думают, что главный кейс AI в машинах это Tesla. Это не так. Почему? Потому что Tesla там, конечно же, идет эффективность, да, из-за того, что не используем традиционные, как бы скажем, смазочные материалы. Но главный кейс в машинах это self-driving cars. То есть машины без водителей. Tesla, в принципе, она может водить без водителя, но только в определенных кейсах, в определенных случаях. А такие машины, которые разрабатывает компания Waymo, они полностью приспособлены для безводительного вождения. То есть получается так, что здесь работает несколько элементов искусственного интеллекта. Какие? Вот первое происходит распознавание в computer vision. То есть машина видит, что стоит перед ней, там, скажем, улица, да, перекресток. Потом смотрит на свою базу данных и видит, а какие были картинки перед, скажем так, обзором, которые похожи на эту, да, перекресток. Значит, идет сигнал, что нужно останавливаться, если, там, скажем, вы уже находитесь вблизи перекрестка и у вас, там, скажем, красный цвет. То есть в этом процессе идет computer vision сначала. Да? Vision имеется в виду, вы анализируете видение. Потом это переходит уже в machine learning, когда машина уже делает estimate, то есть делает прогноз, когда я должен остановиться, с какой скоростью. И это меняется каждый раз, потому что через 100 перекрестков, да, вы уже знаете, как система, что работает и что нет, насколько быстро вы должны остановиться, насколько нет. Поэтому скорость, она будет меняться и будет оптимизироваться. Да? Уже идет computer vision, machine learning и другие элементы. И, конечно же, я думаю, самый такой интересный кейс, который не так уж и трудный, это компания Netflix. Netflix, как вы знаете, уже это стриминговая компания. И где используют Netflix machine learning? В первую очередь в рекомендации фильмов. Вот когда вы заканчиваете фильм, сразу же выходят, да, вот рекомендации, там, скажем, других фильмов, которые похожи по категориям, или же, иногда само так бывает, вообще не похожи на категорию, на жанр фильма, который я посмотрел, но как-то чертовски похож на то, что я люблю. То есть я вижу, что уже система узнает меня лучше, чем я иногда сам себя знаю. И это я служил по компании Netflix. И еще один интересный момент я скажу, это вот просто из своего опыта. В прошлом году, когда был во втором курсе, да, в MBA в Стэнфорде, у нас был такой урок, назывался Mergers and Acquisitions, это такой финансовый урок. Да, те, кто финансисты, знают, что это как бы то, как компания вообще развивается, да, поглощение и слияние. И у нас профессор была Safra Catz. Это CEO компании Oracle. Она очень такая крутая женщина, очень влиятельная. И каждую неделю к нам приходили вот очень крутые спикеры, очень крутые гости, с которыми мы имели как бы неформальную беседу. Это был вообще самый лучший урок, который никогда был в моей жизни. И одним из наших гостей был Кевин из компании Disney Plus. Да? Disney Plus, получается, это часть компании Disney. И Disney Plus это стриминговая компания внутри Disney. И Disney Plus теперь как бы самый большой конкурент Netflix в Америке. Они запустили в прошлом году, в момент, когда он пришел к нам на урок, они только-только запускали. И у меня как раз был разговор с Кевином насчет того, вообще, как они видят машинное обучение. Кто руководит этой командой внутри Disney Plus? Потому что они потратили миллиарды долларов на то, чтобы запустить сервис, и, соответственно, огромное количество денег, чтобы был research. Его ответ поразил меня. Вся команда машинного обучения, инженеров ML внутри компании Disney Plus находится в Польше. Это не какие-то там чуваки из Стэнфорда, которые получают там сейчас бешеную зарплату, да, там 300-400 ждут. Не, это ребята в Польше, которые очень умные, у которых есть опыт ML, и которые полностью создали алгоритмы для компании Disney Plus. Они не так, что просто аутсорс, они уже стали как бы частью in-house компании Disney Plus.
И это очень здорово, да? Когда мы видим, что сегодня уже такая сфера, как ML, она не имеет границ. И то, что Disney Plus смог это сделать, это, думаю, очень прикольный кейс для нас. Кстати, Кевин потом стал CEO ТикТока, но из-за того, что президент Трамп ввел такие вещи против ТикТока, регуляции, он недавно ушел с ТикТока, поэтому он ищет работу. Я могу написать, чтобы он посмотрел кейс Алика, если вам интересно. Потому что вы, я думаю, будете тоже такой культурой, которая очень-очень уникальна для нашей страны. И по его высказыванию я так понял для себя, что самое важное для вот западных компаний – это культура. Да? И вы имеете такую культуру, которой нет нигде еще в этой стране. Поэтому обязательно скажу про вас еще ему. Дальше поехали. Так, чуть-чуть скорость наберу, а то я очень люблю так подробно идти детали, нужно побыстрее идти. Это Эндрю Ng, я мог поставить сюда цитату Илона Маска, других там людей, которые очень знаменитые, но мне не нравятся люди, которые любят хайп, а мне нравятся люди, которые что-то реально делают research, да? Потому что, когда мы смотрим на research, мы видим, что работает, что не работает, и самое главное, почему. Вот поэтому вот внутри нашей команды, да, там что-то Agile AI, мы всегда сделаем акцент на research. Мы перед тем, как строить учебный план там, по английскому языку или по Python, мы всегда смотрим на research того, какие учебные программы были введены в других странах, особенно в развивающих странах, как наша, какие были результаты, theory of change, outcome, all those great things, какой был evaluation и что мы можем извлечь из этого для себя. Точно так же в сфере искусственного интеллекта, я бы сказал, самый такой влиятельный человек сейчас в мире искусственного интеллекта – это Эндрю Ng. Он профессор Стэнфорда, также сооснователь Coursera, да, и раньше был Chief Scientist at Baidu в Китае. И у Эндрю есть такой очень-очень интересный принцип, он говорит, что AI is the new electricity. Just quickly read the quote. Just as electricity transformed almost everything 100 years ago, today I actually have a hard time thinking of an industry that I don't think AI will transform in the next several years. То есть смотрите, какой горизонт, да? Он какой параллель делает. Он говорит, что вот была промышленная революция, да, в 19 веке в западных странах, там, Британии, потом Соединенные Штаты, другие страны. Во время индустриальной революции что произошло? Произошло то, что впервые люди смогли внедрить процессы производства, которые в разы увеличили объем производства. То есть наше общее богатство увеличилось в разы. Если посмотрите на карту, там, скажем, или график там, GDP и время, да, ВВП в мире и время, то, что произошло после 19 века, это вообще скорость, которая меняется быстрее, чем все то, что было до этого. То есть там дериватив, да, волсидаж намного-намного позитивно, и поэтому идет такой быстрый рост. Его аргумент какой? Электричество позволило сделать промышленную революцию массовой. Потому что теперь мы можем производить как бы at scale, да, масштабно, и заводы, и вот для, скажем, нашего personal consumption, личного потребления. Его идея такая, что AI само по себе это не как бы продукт, это инструмент. Это инструмент, который при правильном использовании может в разы улучшить ваш продукт. Вот для Netflix, да, AI это же не продукт, их продукт это фильмы, которые они тратят деньги, снимают и потом продают за подписку. AI позволяет им увеличить свои продажи путем лучшей персонализации. Они знают лучше, какой фильм кому рекомендовать. Чем лучше они рекомендуют фильмы, тем больше время просмотров на этой платформе, тем больше customer engagement, user engagement, то, насколько человек вообще, сколько раз он посещает эту платформу, и в конце это все перерастает во что? Деньги и прибыль. Да? Поэтому идея очень-очень такая клевая, потому что я думаю, что многие люди думают, что AI это такой вот продукт, который, там, скажем, роботы восстанут и возьмут мир. Это фантазия. Да? Давайте теперь на реальные кейсы. Реальные кейсы AI это инструмент, который приводит к разовому, да, или многоразовому улучшению вашего продукта. Идем дальше. И просто вот чуточку про да, вот вообще рынок того, о чем мы говорим. Вот AI в 2018 году, когда мы только-только писали там идею, стратегию того, как AI будет вообще существовать, тогда это был рынок, ну, примерно 10 миллиардов в мире. Во всем мире 10 миллиардов долларов рынка применения AI. Это вообще ничего было, да? То есть для мировой экономики там десятки триллионов долларов, это вообще ничего. Теперь прогнозы, когда были в 2019 году, до 2025 года имелся в виду 12-кратный рост. Да, 126 миллиардов долларов. По факту в этом году рынок AI будет где-то 20-25 миллиардов, то есть мы уже видим, что за какие-то 2 года уже идет удвоение, да, объема, и мы видим, что все ожидают explosive growth, то есть взрывной рост. Да? Из-за этого, если я бы вам показал график, сколько инвесторов, да, инвестируют в эту сферу, какие деньги они дают, этот график был бы точно таким же. Взрывной рост. Let's go.
Так, и чуточку про финансовый сектор. Компания консалтинговая Accenture делала опрос C-level executives, это топ-менеджеры крупнейших банков в Америке, и вопрос был поставлен так. Они спросили там 3 вопроса, да, а вот один из них, который мне очень был интересен, do you believe that there's risk of going out of business for your bank in 5 years if you don't scale AI? Вот в финансовом секторе вопрос какой, да? Это вопрос не роста, а существования. Если через 5 лет вы не сможете масштабировать использование искусственного интеллекта в своей работе, вообще будете ли вы существовать? Вопрос был поставлен так. Да? И когда мы смотрим на ответы, верхняя часть это вообще все сектора, а нижняя это именно сектор финансовый, практически 70%, да, из 7 топ-менеджеров банка говорят, что если мы не будем масштабировать использование AI, это было в прошлом году, через 5 лет, то мы не сможем выдержать конкуренцию. Да? То есть топ-менеджеры в финансовых учреждениях понимают, что это приоритет именно как инструмент, который может улучшить, там, скажем, ваш NPL, Non-Performing Loans, да? Путем того, что вы лучше прогнозируете риск дефолта у клиента. Это может улучшить ваш customer service, это может улучшить ваш процесс distribution. Все это может быть использовано как use cases искусственного интеллекта. Поехали дальше. Кстати, если вообще у вас тут какие-то комментарии, мысли, я забыл сказать вначале, просто поднимите руку или скажите «Эй», и просто начните говорить. Поэтому я не хочу, чтобы это была как лекция, это более мысли, которые идут сейчас в голове нашей команды, поэтому будет надо получить фидбэк в процессе. Это насчет применения, да, там и risk management, и credit scoring, чат-боты. Насчет fraud prevention тоже интересный кейс. Получается, чтобы вот, уменьшить риск мошенничества, да, в банковской сфере, AI, я бы сказал, вот именно fraud prevention – это самый большой use case на сегодня в американских банках. Почему? Потому что, вот скажем, у меня вот однокурсник один, Майк Браун, он сейчас поднял, по-моему, 30 или 35 миллионов от инвесторов для своего стартапа. Стартап какой? Они используют искусственный интеллект для анализа рисков страховых claims, это как бы утверждение. То есть, там, скажем, человек, кто есть страховка, говорит, я там сегодня упал, и у меня нога сломалась, и это было как бы нечаянно, поэтому страховка оплатите. Да? Вот в этом кейсе у компании страховой у них практически нет данных, evidence, чтобы анализировать, вообще это произошло или нет. Но у них исторически есть данные того, какие вообще были предыдущие кейсы фрода, то есть мошенничества, и это позволяет искусственному интеллекту определить по категории там, происшествия, да, какова вероятность мошенничества. И вот тот факт, что вот я увидел своего однокурсника, что он реально уже что-то делает в этой сфере, да, я понял, как бы находясь внутри этого, в процессе того, как он это начинал, что уже сегодня искусственный интеллект намного лучше может сделать прогноз по fraud prevention, нежели там традиционные банковские элементы того, там проводить расследование и другое. Да? Потому что, чтобы провести расследование, вы тратите огромное количество денег. It's labor intensive and it's resource intensive. А здесь вы тратите сначала на построение модели, да, огромное количество денег, но потом уже you reap the benefits. Уже получается у вас marginal cost, да, по мере использования искусственного интеллекта на fraud prevention давно практически нуль. Другие кейсы тоже есть. Трейдинг тоже очень интересно. Для тех, кто интересуется инвестингом, я поставил сюда логотип Bridgewater. Почему? Bridgewater это крупнейший хедж-фонд. Рэй Далио очень знаменитый чувак. И Bridgewater Renting это хедж-фонды, которые вообще делают решение инвестирования в акции и в другие акции на основе, в первую очередь, алгоритмов. Quant trading. Они используют машинное обучение. Они прогнозируют нам, да, какой будет рост акций вот этой компании. Вот компания Renting инвестиционный фонд. У них есть база данных из 17 века. Что меня поражает? Да? Они смотрят на цену пшеницы в лондонской бирже, да, из 1676 года. Да? Это им позволяет иметь competitive advantage, конкурентное преимущество перед другими хедж-фондами. Потому что они смотрят, что вот фундаментальная психология людей, она не слишком-то меняется. Конечно, контекст экономики все меняется, но фундаментальные принципы, behavioral elements, психология людей, она, в принципе, все еще очень примитивная, если так можно сказать. Да? Решение. Кстати, в нашем регионе, в регионе СНГ, я бы сказал, абсолютный лидер – это Сбербанк насчет искусственного интеллекта. Но Герман Греф, он сам говорил, что у него была цитата, до 2025 года 80% процесса работы Сбербанка будет иметь элементы искусственного интеллекта. Да? То есть мы видим, что уже тоже есть такой движок в эту сторону в странах СНГ. Дальше идем. Тут еще один интересный кейс, почему вот Амитхон сделал этот слайд. Мне было очень интересно.
видеть, как сейчас используется искусственный интеллект Тинькофф банков, также в России, в процессе кэшбэка. Я говорил Океабло, что я крупный болельщик Олифмобиль. Я пользуюсь им религиозно, да, каждый день, в Худжахе, куда не пойдете, там маленький шап, да, или там большой ресторан, везде вы можете платить практически Олифмобиль. Это как бы огромная заслуга, которая у вас есть. И когда вот получается так, что я сам не замечаю, что кэшбэки, они же капают, так можно сказать, да, идете куда, там получается 5%, 1,5-10%. Вот один кейс, который можно, вот просто так, да, как пришел в голову, когда Митхон это предложил, то, что можно было бы сделать у вас внутри как бы Олифмобиль, это как бы персонализация вариантов кэшбэка, смотря на преференции человека. Вот, например, я не понимаю, откуда у меня берется кэшбэк. У меня просто нет времени, чтобы сидеть и анализировать, да? Но я знаю, что он приходит. Если у меня было бы уведомление со стороны Олифмобиль, которое бы сказала: чувак, ты там потратил X количество сомони, там, скажем, в ресторанах, которые доставляют пиццу, я много трачу денег на пиццу с командой, то получается вот эти именно пиццерии тебе могут пригодиться с точки зрения кэшбэка. И у них есть какие-то проценты, да? И потом уже на основе моего заказа, если я в следующий раз буду заказывать больше из этих пиццерий, которые мне предложили, да, это позволит вашей системе лучше узнавать меня, что вы можете использовать не только в рамках Олифмобиль, а в рамках вообще работы Олиф меня как клиента, да. Вы будете лучше знать, на что я трачу, вот какие виды пиццы, да, или там, скажем, какие заказы я ставлю в какие компании. И, соответственно, то, что вы можете персонализировать кэшбэки под то, на что я трачу, вы делаете меня как бы еще более engaging client, да, клиентом, который более уже будет оставаться в рамках работы Олифа. Поэтому тоже такая идея была. Вы можете посмотреть, Тинькофф буквально, по-моему, в сентябре ввел эту систему, то, что они тренировали модель, и в конце у них, по-моему, сейчас до следующего года должен быть полный роллаут во всех кэшбэках, опциях кэшбэка. Дальше пошли. Спасибо. Одну вещь я сразу скажу, да, по времени, чтобы вы тоже успели. Смотрите, есть такое понятие Dunning-Kruger эффект. Вот это понятие, мы в Таджапте смотрим на него как вообще мотив своей работы. Да? Что такое Dunning-Kruger эффект? Были два профессора, Dunning-Kruger, не очень креативное имя этого эффекта, да? И они провели исследования в 70-х годах, если не ошибаюсь. Это было психологическое исследование. Их цель была познать, есть ли корреляция между уверенностью человека, самоуверенностью, confidence, и знанием, competence. Да? То есть вы смотрите, what's the relationship between confidence and competence? Когда мы смотрим на этот график, что мы видим? Когда, вот скажем, по уровню компетенции, человек ничего не знает, соответственно, у него самоуверенность нулевая. Да? Но когда он только-только начинает мало-мальски что-то изучать, да, вот скажем, до вот этого уровня, смотрите, что происходит с уровнем самоуверенности. Вы думаете, что вы там, скажем, если вы открыли аккаунт с Robinhood, чтобы сделать первый как бы трейд, да, вы думаете, что вы уже выиграли его. Вы остались бриджовер, да, то есть небеса уже не лимит для вас. Но по мере того, как ваша компетенция повышается, вы познаете больше. Бегу какими фамилии, когда именно бахри донишпа, я капрани ничьяс, оле бахри дониш, когда бузуртарас. Смотрите, что происходит. Происходит то, что ваша самоуверенность, она также быстро идет вниз. Потому что вы знаете теперь, насколько мало вы знаете. Да? Но по мере того, насколько ваша компетенция улучшается, соответственно, ваша самоуверенность тоже идет вверх. И в конце уже, когда вы приближаетесь к уровню гуру, соответственно, у вас уже идет уровень самоуверенности большой. К чему я ставлю этот слайд? Точно так же нужно воспринимать вообще использование искусственного интеллекта. Сейчас, когда мы смотрим на вот историческую траекторию, я бы сказал, что мир примерно вот в этой зоне. Почему? Потому что искусственный интеллект, он как вообще дисциплина, да, она зародилась где-то в 50-х годах. Был такой профессор Маккарти, который вообще создал такой термин, как искусственный интеллект. И с тех времен были так называемые периоды AI Springs and Winters. То есть весна и зима. Было много интереса, да, со стороны там, военных структур, со стороны исследователей профессоров, да, в эту сферу, но потом в 80-е и 90-е годы был резкий спад интереса. Да? Теперь обратно мы видим огромный интерес к этой сфере. Главная разница, почему сегодня траектория другая качественная, чем, скажем, в 80-е годы, когда был последний такой, я бы сказал, раунд AI весны, главная разница в данных. Когда-то, что не позволило искусственному интеллекту масштабироваться в применении, то, что не было массива данных. Мобильные телефоны стали бытностью по всему миру в 2000-е годы, где-то стало в 2010-е. Мобильные телефоны смогли, как инструмент, позволить там, компаниям иметь огромный массив данных.
Такого в 80-х годах просто не было. Да? Произошла цифровизация. Что там, скажем, государственных структур, что, скажем, работа компаний. Теперь все сегодня практически, да, вот в западных компаниях, а также во многих компаниях в нашем регионе, оно в облачном формате. Это все цифровые данные, которые могут быть использованы. Этой инфраструктуры не было в 80-е и 70-е годы. Да? Поэтому сегодня я бы сказал, почему мы сейчас на этом уровне, потому что мы понимаем, да, и у нас уже есть уверенность, что искусственный интеллект будет менять мир. Проблема в том, насколько и как. Эти два вопроса, они взаимосвязаны напрямую. Тут не корреляция, а именно causation, да, идет, да, причинно-следственная связь. Идем дальше. Какие проблемы есть в искусственном интеллекте? Две проблемы, которые мотивируют нашу работу. Первое. Limited labor supply. Вот когда мы сейчас смотрим на это вот с 2019 года, по-моему, из сайта Indeed, Indeed. Это сайт трудоустройства, да, в Америке, очень крутой сайт. Какие самые высокооплачиваемые профессии в Штатах сегодня? Да? Первое – это Agile Coach, что очень интересно, да, то, что методология там Scrum, другие люди, которые могут тренировать команды в этом, они зарабатывают кучу денег, да. Но посмотрите на следующий. Второе место – Computer Vision Engineer. Третье – Machine Learning Engineer. Четвертое – Data Scientist. Computer Vision и Machine Learning, как мы уже узнали сегодня, это оба элемента искусственного интеллекта. Это как бы subfields, да, внутри искусственного интеллекта. А Data Scientist – это профессия, которая внутри искусственного интеллекта, да, но она имеет специфическую работу. Data Scientist разница в том, что там ML инженер и Data Scientist, ML инженер разрабатывает алгоритмы. Data Scientist анализирует данные, которые используют для этих алгоритмов. Да? То есть они работают друг с другом, но они делают одну и ту же работу. И поэтому сегодня почему такая огромная зарплата, рынок труда? Потому что спрос намного превышает, или рост скорости спроса намного превышает рост скорости предложения на рынке труда в Америке и по всему миру. Сегодня в мире есть всего лишь несколько десятков тысяч людей, которые имеют опыт машинного обучения. Это вообще, как бы, вот, представьте, что вы во времена золотой лихорадки, да, все компании сейчас бегут, как вот люди как бежали в Калифорнию, да, и в поисках золота. Золото сегодня стало в этом рынке именно специалисты, у которых есть навык машинного обучения. Поэтому сейчас мы наблюдаем огромный дефицит кадров, и этот как бы дефицит, он уже третий год идет. И он только урастает в скорости. Дальше пошли. J-curve adoption cycle. Я быстро объясню этот слайд. Это из исследования McKinsey. И что они смогли как бы здесь проанализировать. Когда мы смотрим на применение искусственного интеллекта в будущем, есть так называемый J-curve. J-curve понимаем такое, что сначала у вас есть много расходов и мало применения. Почему? Потому что вы разрабатываете алгоритмы для своей компании. Вы смотрите, какие данные у вас есть. Потом вы делаете эксперименты с этими алгоритмами. Да? То есть несколько лет у вас идет убыток. То есть вы тратите деньги на искусственный интеллект, у вас нет от этого дохода, потому что вы его массово не понимаете. Но потом, когда у вас есть готовые алгоритмы, вы резко их масштабируете, и у вас происходит многократный прирост вашей прибыли из-за той инвестиции, которую вы дали в сферу искусственного интеллекта. Тоже такой же adoption cycle, он подразумевается сегодня во всех сферах, практически. Да? И когда мы смотрим на, скажем, периоды какие, примерно до 2022 года большинство компаний будут инвестировать, по прогнозам McKinsey, будут инвестировать в искусственный интеллект. То есть список 500 крупнейших компаний, S&P, да, на рынке, практически все эти компании сейчас инвестируют в VR, нанимают дата-сайентистов, ML-инженеров, разрабатывают алгоритмы, экспериментируют. И по прогнозам McKinsey, после 2022 года мы увидим как бы массивное масштабирование. Да? Это не в тех-компаниях, Facebook уже масштабировал все это, да? Google также. Там Search сейчас, вы что-то пишете, он уже добавляет в конце. Пишите email, уже там, скажем, я писал вчера, I hope, and then this finds you well, я думаю, все уже, да, они не знают меня лучше меня. И в конце получается такой период, что крупные компании во всех секторах, там банки, да, там производители, там, не знаю, масла, чего-то еще, они начнут применять, масштабировать применение уже, получается, через несколько лет. Сейчас идет именно гонка за кадрами, которые разработают алгоритмы, и потом начнется масштабное как бы, применение искусственного интеллекта. Пошли дальше тогда, не буду тратить время. Теперь коротко расскажу про Agile AI. Почему? Потому что я очень не люблю такой принцип, что, вот, скажем, проводить какие-то тренинги. Я сейчас объясню почему. Я не имею в виду там внутренний тренинг, это здорово. Я имею в виду, вот, есть же профессия тренера. Да? Почему мне не нравится профессия тренера? Потому что тренера бывают двух категорий. Они бывают те, которые сделали что-то и говорят об этом. Есть те, которые не сделали
ничего практически в этой сфере, но говорят очень хорошо. Я хочу, чтобы были больше тренингов первой категории, и сегодняшний кейс это такое. Да, потому что я чувствую уже сегодня, да, там, по разговору с Акиабуло, по тому, как вы сейчас говорите о своих мыслях, что получается так, что вы хотите что-то внедрить. И это точно так же вот, насчет принципа нашей работы, то, что мы не хотим рассказывать про какие-то прогнозы будущего. Это важно, чтобы сказать и дать контекст. Но важно рассказать, что было сделано. Чтобы вы могли увидеть, что это не просто какая-то теория, это практика, которая теперь только-только идет в процессе. Какая наша миссия? Мы вообще запустились в прошлом году, только-только будет исполняться 1 год 20 ноября, через несколько дней в нашей работе. И наша миссия, она очень простая. Transform Tajikistan into a regional hub for artificial intelligence. Коротко, ясно. Заметьте, тут нет там, в каком году, да, как, потому что мы сами не знаем. Но мы знаем, что мы будем идти к этой миссии, да. Поэтому мы хотим, чтобы у нас был такой обширный горизонт, никто там не говорил, вы все плохо, пальцем начать, где результат. Поэтому у нас миссия такая, что мы знаем, что AI, как сектор, как сфера, она будет менять мир, она уже меняет его сегодня, да. Но мы не знаем, какую роль будет играть Таджикистан. Почему я второй год особенно в Стэнфорде, да, у меня было много моментов self-reflection. Я думал, сидел, что, смотрите, здесь такая прикольная сфера, да, искусственного интеллекта, но что произойдет с развивающимися странами, как Таджикистан, да? Если нет данных, нет искусственного интеллекта, вы это поняли, да? В таких странах, как наша, данные есть, но они не так обширны в цифровом формате, как в развитых странах. То есть, получается, сегодня есть неравенство между развитыми странами и развивающимися. Вот я бы советовал вам прочитать книгу Томаса Пикери, такой французский экономист, который пишет про экономическое неравенство в мире. Да? То, что сегодня мы живем в беспрецедентном обществе, где неравенство самое высокое, которое когда было за последние 3 века. Да? И вот эта разница между развитыми и развивающимися странами, что произойдет с ней, когда развитые страны начнут масштабировать применение искусственного интеллекта и сделают рывок, потому что у них есть данные, а развивающиеся страны, у них нет огромного массива данных, и они, это получается дифференциал, он будет только расти. Это очень-очень как бы насторожило меня, испугало, если честно вам сказать, за то, что как вообще будет идти траектория развития стран, как Таджикистан. Да? Поэтому для нас было очень важно, чтобы вот именно Таджикистан уже был на карте сегодня, что что-то происходит в сфере AI. Не теоретически, а практически. И поэтому для нас было большой гордостью, что мы первая лаборатория первый стартап во всей Центральной Азии, который делает искусственный интеллект. Это для нас очень-очень большая гордость. Поэтому мы ставим такую цель, что в конце наш успех – это успех масштабирования. Если Алиф, если другие банки, если другие компании начнут использовать машинное обучение, у них появится спрос на аналитиков данных, на инженерное машинное обучение, это для нас победа. Потому что у нас цель не только коммерческая, и не столько коммерческая, а больше social impact, социальное влияние. И это вся миссия той организации, которую мы построили вместе с командой за последние 3 года в Таджарте, а также за последний год в Таджарте AI. Поехали дальше. Теперь расскажем коротко, как мы вообще работаем. Первая проблема была какая? Дефицит кадров. Соответственно, мы готовим кадры. И самое креативное решение, но которое нужно. Да? Как мы их готовим? У нас есть свой учебный план. Там ребята изучают Python, да, изучают статистику, высшую математику, машинное обучение. И в конце они берут курс от Google, Machine Learning Crash Course. Я бы советую всем, кто интересуется ML, возьмите этот курс. Он очень легкий, он приспособлен для массовой аудитории. Не нужно знать ни грамма кода, но вы вникните в то, как Machine Learning вообще работает. Google ML курс, Crash Course. И получается, за последний год мы только экспериментировали. Вот знаете, такой элемент такой важный для меня в Таджарте, в нашей работе, то, что мы много экспериментируем, и никто не говорит мне, что давайте остановимся. Да? Вот мы постоянно экспериментируем и много делаем ресерча. За 1 год мы набрали 50 учащихся. Специально был набор такой жесткий, да? Там есть 300 аппликантов. Из этих 50, угадайте, сколько смогли закончить весь учебный план? Примерно. 10. Вы прямо назвали. Суммируем 15. Да? 15 из 50. Это при том, что у нас уроки были бесплатные. Это было на конкретной основе. Да? И я не говорю, что все было идеально. Мы наделали кучу ошибок. Но также здесь есть фактор того, что это очень трудная вещь. Да? И наши профессора, которые преподают, да, в нашем центре, они сами познали, насколько трудно преподавать искусственный интеллект, особенно школьникам. У нас в основном учатся школьники. Да? Вот здесь Самандар, наш главный интерн, он учится сейчас в 10 классе. Да? И он разрабатывает там модели классификации других элементов.
Поэтому, с одной стороны, это здорово, но мы увидели, что воронка, она очень такая суженная. Да? Почему я здесь поставил логотипы Google и Microsoft? Ну, во-первых, в прошлом году мы стали финалистом Google AI Impact Challenge. Такой был международный конкурс, 3000 организаций, попали в топ-30 мы. После этого у нас началось партнерство насчет учебного плана. Это краш-курс. Microsoft мы буквально недавно, в сентябре, подписали меморандум сотрудничества, стали официальным партнером исследовательским Microsoft. Мы делаем там несколько вещей про COVID, оставлю для другого дня, так сказать, но вы можете прочитать, Аза Плюс про это писала, тоже интересные вещи. И вот по данным COVID у нас работают в основном студенты, когда они строят эти алгоритмы. Идем дальше, расскажу теперь про то, что более, я думал, важно для вас. Это вообще наша команда, очень маленькая, да, такой lean startup, это только по искусственному интеллекту такая. Смотрите, у нас вообще человек, который является техническим таким злым гением, да, я его называю, evil genius, это Адет. Адет мой хороший друг, мы с ним вместе учимся в Стэнфорде, в Найтрисе Cohort. Он делает PhD сейчас в сфере инженеринга, и у него раньше был bachelor's в сфере ML из Caltech. Caltech это один из топовых вузов в сфере техники, да, и у него также есть свой стартап, Council World Technologies, недавно тоже поднял деньги. Он является, знаете, таким вот гайдом нашей работы, да, он просто сидит и там час говорит, мы слушаем, иногда ничего не понимаем, потом задаем вопросы, и еще 2 часа просто понимаем, что он сказал за первый час. Это буквально так и происходит, да? У меня с ним было много-много каких-то разговоров, и он вообще очень крутой чувак, хотел приехать, но COVID, к сожалению, отложил его поездку. А теперь какая команда реализует это on the ground, да, у нас? У нас есть 3 техника и 1 бизнес-лид. Вот Низамединов Ахлидин, да, доктор наук, PhD из Турции, у нас есть Мирза Далер, PhD сейчас делает, магистратура из Испании, тоже в сфере ML, и Бендрюс, он тоже наш ML Research Fellow, PhD кандидат, делал магистратуру в Европейском Союзе. То есть ребята, которые, вот они могли бы зарабатывать намного больше, если бы они работали, там, скажем, в какой-то зарубежной стране, да, работали в ML, но для них важно именно иметь, там, скажем, не только личную, да, выгоду, а также импакт для общества, да, и это миссия. Кстати, наша команда, она работает в общем, в удаленном формате, да, и в неполном формате, потому что, вот, скажем, многие, практически 2 из них делают PhD, 3 преподаем, поэтому все результаты, которые у нас есть, это практически команда, которая работает в полсилы сейчас, да, и это принципиально так. И у нас есть еще наш бизнес-лид, который работает над координацией всех этих вещей. То есть команда очень маленькая. Если пойдем дальше, теперь посмотрите, какие у нас были результаты. Смотрите, когда мы начали вообще думать в феврале о том, учебный план это здорово, мы решаем первую проблему, дефицит кадров, но есть еще более важная проблема, это adoption, внедрение искусственного интеллекта. Вот тут большой куш. В том смысле, что если мы сможем внедрить искусственный интеллект в работу компании в Таджикистане сегодня, это создаст спрос завтра на те кадры, которые мы готовим. Да? Вот в Олимпии, в принципе, интересно у вас, да, что у вас есть академия, которая готовит кадры для вас же. Это очень прикольно. А для нас получается так, что мы хотим готовить кадры, которые будут именно работать, да, вот в разных компаниях и продвигать ML. Но для того, чтобы в этой сфере был спрос, нужно иметь сначала внедрение искусственного интеллекта, да, в эти компании. А сегодня в стране и вообще в регионе практически нету больших применений искусственного интеллекта в работе компании. Нет. Ни здесь, ни в СНГ, да. В России еще больше, я бы сказал, в Центральной Азии я имею в виду, да. В России, как я уже вам показал, Тинькофф, Сбербанк, они уже применяют искусственный интеллект at scale. Поэтому в феврале мы выбирали, какой сектор для нас самый идеальный для внедрения искусственного интеллекта сегодня в Таджикистане. Да? Мы сделали огромный ресерч, как я уже вам сказал, да, мы ресерч потратили 2 месяца, чтобы только сделать ресерч. И мы заресерчили сначала все кейсы ML, которые вы можете подумать. Там, от доставки еды до прогнозирования там, каких-то землетрясений, до, там, скажем, других вещей. В конце мы выбрали 3 критерия. Availability of data, где есть данные, самый важный критерий. Второе, accessibility of data, насколько просто получить эти данные. И третье, ease of partnership locally, то есть насколько реально, что мы можем работать с партнером, и этот партнер будет иметь точно такую же амбицию того, что они будут внедрять искусственный интеллект. Проанализировали кейс ML, поняли, что не все может здесь быть проделано в Таджикистане, остановились на 2 секторах. Телеком, огромное количество данных, очень тоже интересные вещи, и банки. Вот это был наш выбор. В конце, если мы пойдем дальше, мы выбрали банковский сектор. Почему? Потому что было проще использовать данные банковского сектора, я имею в виду с точки зрения privacy. Чисто законодательно было проще.
Поэтому за последние 6 месяцев наша команда сделала партнерство с 2 банками в Худжанде, потому что наш офис в Худжанде, Imon International и Arman. Эти 2 банка предоставили нам свои данные за последние 18 лет. Мы подписали NDA, Non-Disclosure Agreement, то, что данные были анонимизированы, мы не знаем имена клиентов, мы только знаем их данные. Да? А там было под 40 разных факторов, variables, под 40. В конце что мы сделали? Мы сделали merge этих 2 датасетов и остановились на 400 факторах, которые есть у обоих банков. Там, скажем, доход, да, имущество, сколько людей в семье, где работает, раньше ли брал кредит, да, вот такие элементы, которые стандартны. Это традиционные данные, которые есть у всех банков в стране, а также у кредитного бюро, которое дает данные о том, брал ли клиент кредит раньше или нет. Дальше пойдем, теперь идем к интересной вещи. Да? Смотрите, мы подписали NDA во 2 квартале, в 3 квартале начали тестировать наши модели. Теперь в 4 квартале мы уже сделали первый драфт модели. Да? В 1 квартале следующего года мы запускаем SaaS-продукт, Software as a Service. Да? То есть такой продукт, где есть кредитная модель на основе машинного обучения, и мы хотим ее предоставить банкам. Да? И во второй четверти следующего года, во 2 квартале, мы хотим идти уже в регион СНГ. Потому что мы видим, что та проблема, да, вот, скажем, кредит-скоринга, она существует не только у нас, она болезненная проблема для всех банков. Особенно в таких странах, где очень высокие процентные ставки, есть огромные риски. Да? Поэтому пойдем дальше, расскажем про техническую работу. Какие вещи мы вообще используем да, в работе? R, Python, 2 языка программирования, которые мы в основном использовали. R это более как бы приспособлено для статистики, там, визуализации данных. Python это уже получается для самой разработки алгоритма. Также использовали фреймворк Scikit и TensorFlow для нейронных сетей, Google TensorFlow. Посмотрим на, как бы, теперь скажем, идем к вишне торта. Да? Идем дальше. Смотрите, design thinking, тоже очень прикольная вещь, мы ее используем везде, в Таджарте, буквально везде. Это принцип из Стэнфорда, где перед тем, как вы начинаете что-то делать, вы идете и чувствуете человека, который проходит через этот процесс. Например, мы делаем сейчас интервью с людьми, которые берут кредиты у банков. Да? Мы буквально сейчас находим людей, с которыми мы можем пойти в банк, посмотреть, как проходит весь процесс, входа в банк и где там, скажем, sign to go to the customer service, и только какие документы нужно предоставить, сколько времени занимают эти документы. То есть мы чувствуем, не только там по телефону берем интервью, а хотим посмотреть и увидеть весь процесс этого. Тоже так же было с кредитными экспертами. Да? Наш другой стейкхолдер – это кредитные эксперты. Потому что, когда мы смотрим на процесс в банках, как он работает традиционно, да? Идет человек в банк, есть кредитный эксперт, если кредитный эксперт говорит: люди, он прикольный чувак, дайте ему кредит, да? Дальше уже идет кредитный комитет, они смотрят там, скажем, на данные кредитного бюро, брал ли человек кредит раньше, нет, если да, здорово, все, получает кредит. Проблема-то в чем? Проблема в том, что кредитный эксперт может иметь искажения, он человек. Люди всегда имеют psychological biases, да? Поэтому есть риск, самый важный элемент, я бы сказал, вот сегодняшнего тока для вас, false negative rating. Человек может отказать изначально клиенту, кредитный эксперт, и вы не знаете, да, какая именно причина. У большинства данных, которые у нас были, и мы об этом говорим открыто, нету базы данных, которая объясняет, почему определенному человеку сказали нет. Есть какая-то, скажем, общая классификация, да, там, недостаточно дохода, другое. Но конкретного объяснения, какие разговоры были, нету. И поэтому есть риск того, что кредитный эксперт откажет клиенту, который в реальности может оплатить этот кредит в будущем, но он из-за того, как устроен процесс, банк его теряет. Это уже становится как бы неприбыльно для банка. Поэтому для нас было важно прочувствовать весь процесс от того, как клиенты берут кредиты и как кредитные эксперты решают, давать кредиты или нет. Идем дальше. Теперь, какие алгоритмы мы использовали в процессе? Это чуть-чуть более технически, да, для технических ребят. Supervised learning, это как бы plain vanilla, да. Тут есть prediction и classification. Prediction мы используем там regression, decision trees, neural networks, etc. Классификация мы используем уже логистическую регрессию. Это то, что используется в основном, да, вот в банковской сфере в ML. От 0 до 1. Это логистическая регрессия. То есть риск дефолта как вероятность от 0 до 1. Это такой, я бы сказал, более упрощенный вариант. Есть random forest, а также есть, опять же, neural networks. Нейронные сети, как вы знаете, они могут быть использованы как в prediction, так и в классификации. И потом есть unsupervised learning. Прикольность unsupervised learning в том, что, как я сказал вначале, вы даете данные, да,
но вы не даете структуру данных, там нет, может быть, скажем, и даже имена факторов, да? То есть вы, скажем, даете алгоритму, там данные дохода, потом данные, какое имущество у человека, потом данные, сколько раз он брал кредит, и вы не говорите модели, что это за данные. Прежде всего, что модель, анализируя relationship, да, корреляцию этих данных за множество лет, она может создать матрицу и потом понять вообще, какое значение по сути имеет эта цифра. Вот это, я бы сказал, самая такая прикольная вещь, которую мы делали, и это идет по элементу кластеринга. Идем дальше. Процесс того, как идет вообще работа машинного обучения. Сначала вы делаете data preprocessing. Огромные ресурсы мы тратили на это, да, там один спредшит у банка, там данные в таком-то формате, другой вообще в другом. У одного человека есть там из там, 20 факторов, да, 19, одного нет. Это уже минус для нас, потому что модели не будут иметь такую силу, да. Потом идем уже в splitting data, мы то есть делим данные, которые у нас есть. Обычно есть такой принцип 80-20. 80% вы можете использовать для, там, скажем, тренинга модели, 20% для тестирования. Да? То есть суть в том, что вы делите свои данные на то, чтобы тренировать алгоритм, и на то, чтобы внедрить этот алгоритм. Чтобы посмотреть, какая там аккуратность. Дальше уже идет, как я сказал, training the model, training data, и в конце вы уже смотрите на performance. Эти тесты вы делаете множество раз, много итераций. Потому что есть, конечно же, одна из проблем в том, что вы можете получить одну аккурацию с одним набором данных, а другую аккурацию или аккуратность с другим набором данных. Из этого процесса, что очень интересно, где вы думаете, у нас было потрачено наибольшее количество времени? В каком из этих шагов? Почему? Да? И потом, что это надо аккуратно? Да? Все думают, что время уходит сюда, да? Это буквально занимает, я бы сказал, 3 дня работы. Не все даже. Первое заняло у нас почти 3 недели. Да? Потому что настолько данные, чтобы их корректировать и форматировать, это трудно. Идем дальше. Это те variables, о которых я вам сказал, да, consolidated variables, уровень образования, женат или замужем, регион, какой регион, история кредитов, да, раньше, сколько людей живут в домохозяйстве, валюта, в которой он берет кредит, количество, то есть время кредита, да, amount, такие данные, которые стандартны для банков. И очень важно, какие типы данных. Есть categorical variables, да, которые там могут быть классифицированы, есть integers, цифры. Идем дальше. Приближаемся к самому интересному моменту. Смотрите, что я понял из работы с банками, да? В Таджикистане в банковском секторе есть очень интересный принцип психологии selection bias. То есть практически у большинства банков из 10 людей, которые подают деньги, чтобы получить кредит, да, 9 получают этот кредит для потребительских нужд. 9 из 10. Почему? Потому что, с одной стороны, у нас огромные процентные ставки, и это приводит к тому, что люди, которые не могут позволить этот кредит, они даже не идут в банк. Они отсекают сами себя. То есть уже есть огромная вероятность того, что человек, который идет в банк, он получит кредит, потому что он знает, что он может оплатить эту высокую процентную ставку. Если бы у нас было бы больше еще пул, да, аппликантов, если больше людей бы подавали заявку на то, чтобы получить кредит, может быть, эта ставка в конце пошла бы вниз, если бы также было бы больше депозитов, да? Но этого сейчас у нас в банковском секторе нету, да? Нету trust, доверия. Из-за этого нету достаточно депозитов, соответственно, высокой процентной ставки, и, соответственно, немного людей идут получать кредиты относительно других стран. Да? Теперь, смотрите, очень важно, это самый как интересный момент презентации, ты говоришь за время. 93.7. В этой базе данных, которую мы создали, было 459 тысяч людей. И каждому из них мы поставили 14 фактов, да, которые я сейчас вам показал. Это были кредиты, которые были выданы Арваном и Имоном, и в конце мы знали результат. Это был хороший кредит, то есть был оплачен, или плохой кредит, был дефолт. Данные имели такое распределение, такое. 93% людей, которые брали кредиты из этих банков, они их оплатили вовремя, без дефолта, 7% не смогли оплатить. То есть фактически у нас была ситуация, что 93 good credit, 7 bad credit. Теперь 2 банка разработали свои модели скоринга на Excel, регрессии. Да? Потому что практически для Таджикистана использование регрессии в Excel даже, это что-то новизна, да, получается, в банковском секторе. Какая у них была аккуратность своих внутренних моделей? 87 и 85. То есть
Вот в кейсе Армандо модель, которую они разрабатывали, не смогла правильно классифицировать 6% своих же клиентов. То есть 6% это утечка. Модель говорит отказать, а человек в конце получает, платит по своим кредитам. Почему? Потому что то есть модель была основана после 2017 года, а данные до 2017 года. Да? То есть модель становится после. Когда они тестировали свою модель, они видят, что модель не может предсказать 6% этих клиентов. Да? Это, если так подумать, там, если портфель у вас, у Армана, по-моему, был, если не ошибаюсь, там 700 миллионов сомали или что-то вроде этого, да? То есть это получается, примерно 35 миллионов сомали кредитов, которые могли быть неправильно классифицированы и отказаны моделью. Это нормальная сумма, да, для таджикского банка. У Имона была чуть-чуть еще ниже даже аккуратность. Идем дальше, смотрим на наши результаты, какие у нас были. We'll skip this one. Логическая регрессия, да, это то, что мы классифицируем как true sample, false sample, в конце 93,3. То есть, получается, аккуратность была 100%. Практически. Следующая модель. Neural Network. Чуть меньше. 91,1. Почему нейронная сеть? Самая заветная вещь в искусственном интеллекте не сработала здесь. Мы много это анализировали. Проблема в том, что нейронные сети работают отлично, когда у вас есть много факторов. У нас факторов было 14, что немного для такой сферы. Да? Поэтому, если у нас были бы альтернативные данные, там, телеком данные другие, которые могли бы внедрить в финансовый сектор, могли бы использовать Neural Network, нейронную сеть. Идем дальше. Random Forest – самая лучшая модель, которую мы смогли построить. 93,4%. Практически все, до одного клиента, которые заплатили вовремя, они были определены этой моделью. Идем еще дальше. K-Nearest Neighbors, тоже похоже на Random Forest, чуть меньше 93%. То есть, что мы видим? Да? Те модели, которые мы используем, это все алгоритмы искусственного интеллекта, там от Decision Tree до Neural Network, они все, у них была аккуратность выше, чем у самих же банков. Да? То есть, сегодня мы видим, что используя традиционные данные, да, буквально простейшая вещь, используя алгоритм машинного обучения, что тоже не супер сложно. Нужно знать, как это делать, нужно тренироваться, но в принципе внедрять, это получается так, что вы можете это сделать без такой, скажем, объемной работы. Да? Просто нужно знать процесс. Это вся добавленная стоимость, скажем, нашей команды. Да? А в конце что мы видим? У нас аккуратность 100% по тем кредитам, которые были оплачены вовремя. Теперь идем дальше, мы вам расскажем чуточку. Как я сказал уже, у нас два формата, да? Конечно, есть бизнес, эффективность нашей команды, но самое важное – social impact. Когда мы смотрим, какие клиенты могут получить в конце кредиты, если мы будем использовать машинное обучение, первая категория людей, которые дискриминируются кредитными экспертами, это люди, которые получают кредит в первый раз. Молодежь. У них, в большинстве случаев, если есть работа, то маленькая зарплата. Даже если есть зарплата, документы недостоверные. Да? И у них истории кредита нету, по definition. Да? Таких людей, кредитные эксперты, они практически в этой категории 7%, которые им отказывают, да, это в принципе люди, которые берут кредит в первый раз, или же раньше у них были просрочки. Да? Поэтому для нас важно, чтобы применить машинное обучение не только чтобы была бизнес-эффективность у банков, это очень важно. Самое главное, чтобы общество тоже имело позитивный эффект, чтобы больше людей имели доступ к кредитам, если наша модель будет применена. Идем дальше. Горизонт. Куда мы идем? Да? Смотрите, традиционные банки, на какие данные они смотрят? Да? Там, они смотрят на данные вашего дохода, имущества, других вещей. Теперь, где происходит инновация в банках по всему миру, это альтернативные данные. Да? Там, скажем, мобильные данные. Сколько времени вы тратите, там, скажем, в Фейсбуке? Кто у вас в друзьях в Фейсбуке? Вот есть такой стартап сингапурский, Lendoo. Они, если смотрят, что, скажем, вы подаете заявку на кредит, и у вас есть друг в Фейсбуке, который брал раньше кредит в каком-то банке, и он оплачивал раньше, и их база данных находит этого человека, ваш рейтинг повышается. Да? Тоже интересная вещь. Другие, которые могут быть применены, это, конечно же, вот в Китае есть кейсы, где одна финтех-компания, она создала модель на основе данных Taobao. То есть это финтех-компания, которая смотрит, какие покупки вы делали по Taobao, заплатили вы вовремя или нет. Почему это более достоверно, чем традиционные данные? Вот в Китае точно такая же проблема, как у нас. Да? Огромный сектор экономики, он как бы такой неофициальный, так можно сказать. Да? В неофициальном секторе экономики зарплаты, они тоже неофициальные. Соответственно, когда вы идете в банк, и вы представляете документ, этот документ не особенно достоверный. А когда вы смотрите, а делал ли покупку этот человек в Taobao,
это фактически данные, которые вы можете взять, если, конечно же, пользователь вам даст добро. Если клиент скажет, используйте мои данные, интегрируйте, у вас есть еще один variable, который, кстати, намного достовернее, чем другие variable, традиционные. Да? Наша задача именно идти туда. Сейчас мы уже разработали продукт, получается, в этом секторе. Его закончим до начала следующего года, внедрим, запустим SaaS-продукт. Но наша долгосрочная цель именно идти сюда. Как использовать социальные данные, social media, да? Как использовать телеком данные, данные приложения, сколько времени вы тратите в Инстаграме, какие страницы вы лайкаете, все это, чтобы лучше понимать, какая реальная, как скажем, вероятность того, что вы обратно берете кредит. На этом я подошел к концу. Я начал с вопроса к вам, теперь перейду к вашим вопросам ко мне. Спасибо еще раз за ваше время. Это было как бы... я специально так сделал. Почему? Потому что мне очень-очень хочется, чтобы люди поняли, что искусственный интеллект — это не хайп, это трудная работа, но которая может быть выполнена. Поэтому я такой по натуре человек, что когда смотрю на какое-то явление, я понимаю, что там идет большое как бы соотношение многих разных факторов, и поэтому мне было важно, чтобы вы поняли, что тоже здесь есть огромное количество вещей, которые происходят, но чтобы это внедрить и сделать что-то, нужно иметь процесс и план. Поэтому какие-нибудь вообще вопросы у кого-нибудь? Насчет персональных данных, то есть конфиденциальность, это текущие вопросы. Как вы справляетесь с этими данными? Вы отличный вопрос задали, самый трудный, я бы сказал, для стартапов, которые в Америке. Сейчас объясню почему. AI-стартапы, которые работают там в Штатах или в других развитых странах, особенно в Евросоюзе, да, у них проблема огромная с конфиденциальностью данных. Да? Даже если клиент говорит, что там, скажем, вы можете использовать данные моего Инстаграма, проблема в том, что есть законодательство, которое может лимитировать доступ к этим данным финтех-компании. Даже если клиент сам говорит, что да. Вот в Европейском Союзе недавно был введен GDPR. Это, я бы сказал, самая такая продвинутая регуляция персональных данных. Да? Вот в Евросоюзе теперь тех-компании, они тратят огромное количество денег, чтобы защитить данные пользователей. У нас проблема чуть другая. У нас проблема в том, что нет вообще контроля за данными, да, на законодательном уровне, имея в виду, если вы делаете research. Если вы применяете продукт, есть ограничения в разных сферах. В банковской сфере у нас не было вообще ограничений, кроме того, что мы должны были подписать NDA, non-disclosure agreement. Но если мы будем делать research, да, скажем, с этими данными, там уже нет никаких лимитов. Поэтому вот вчера буквально я встречался с министром экономического развития за суда, и мы разговаривали про то, что вот у нас в стране сейчас есть концепция цифровой экономики до 2040 года. Это очень прикольный документ. Если у вас есть свободное время, советую вам всем прочитать. Очень хороший документ, классно, да? Там говорит про то, что у нас будет онлайн-экономика, там, онлайн-рынки, доступность интернета, все до 2040 года. Проблема, конечно, идет в реализации, да? Как это будет реализовано. И вчера мы, когда с ним разговаривали, у нас была идея такая, что там добавить секцию про искусственный интеллект. Потому что как-то нелогично, если у вас есть национальная стратегия цифровой экономики, без искусственного интеллекта, самая важная технология, да? И идея была принята, мы сейчас над этим будем работать, и в процессе будем работать на нормативно-правовой базе того, как регулировать данные в этой сфере. Этого сейчас на законодательном уровне в большинстве кейсов нету, и мы хотим это ввести. Конечно, для нас важно, чтобы сами пользователи, да, они были в комфорте от того процесса, что они как бы делятся с нами своими данными. Другие вообще вопросы, мысли, комментарии можно поджать искусственный интеллект в общем. Отлично. Ладно, спасибо вам большое еще раз. Было здорово увидеться. Будьте в Пуджанте, обязательно заходите в Таджан.АР. Будем рады всем вам показать офис и поговорить. Пока. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Обязательно пойдет сразу в мой офис. Благодарю вас, ребята. Спасибо.